В Ингушетии, как и в других регионах России, гражданская оборона является важной частью системы обеспечения безопасности населения. Она призвана обеспечить защиту людей от последствий чрезвычайных ситуаций. Этим занимаются специалисты в сфере ГО и ЧС. Практически каждый день перед ними стоит важная миссия. И сегодняшний день их праздник. 92 года со дня образования гражданской обороны. В честь этого состоялась торжественная церемония награждения ветеранов, действующих сотрудников Главного управления и специалистов органов исполнительной власти республики ведомственными наградами. В церемонии принял участие первый заместитель председателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев, начальник Главного управления МЧС России по Республике Ингушетии, генерал-майор внутренней службы Вячеслав Борисов и председатель Совета Главного управления МЧС России по Республике Ингушетии Абукар Таршхоев. Приветственный адрес от имени главы республики зачитал Магомед Евлоев. Работа гражданской обороны – это основа обороны страны, это государственная задача, с которой непосредственно наше Главное управление МЧС по Республике Ингушетия справляется на отлично. Этому способствуют высокие показатели, которые достигаются в вашем управлении не только в рамках Северо-Кавказского федерального округа, в целом по стране. Вы выполняете государственную задачу во всех отраслях. Министерство несет огромную работу, которую переоценить сложно. Я желаю вам, чтобы вы всегда постигали таких высоких показателей. И главное, чтобы всегда обходилось без жертв. За минувшие годы гражданская оборона прошла большой путь становления и развития, превратилась в важную составную часть общегосударственных оборонных мероприятий. Здесь работают во благо сотрудники практически с основания образования гражданской обороны. Я работаю в отделе надзорной деятельности уже 20 лет. Меня сегодня наградили нагрудным знаком «Лучший работник пожарной охраны». Управление МЧС по Республике Ингушетия всегда на чеку и обеспечивает безопасность на должном уровне. В настоящее время сформирован новый облик гражданской обороны, главная особенность которого не только защита населения в случае ЧС природного и техногенного, но и защита от опасностей военного характера. Это повышает социальную значимость гражданской обороны и ее востребованность в обществе. Сотрудники системы при этом всегда сосредоточены и сдержаны. И сегодняшние награды, которые им вручили в ходе торжественного мероприятия, тому доказательство. Будет нескромно с моей стороны, если я скажу, что я заслужил. Есть здесь очень большое количество ребят, которые достойны наград, но, к сожалению, для всех не умещается, все не могут получить награды. Сегодня была получена грамота, надеюсь, в следующий раз это будет медаль, но так или иначе, если даже нет наград, то наш долг выполнять свою работу и защищать мирных граждан. На мероприятии медалью МЧС был награжден первый заместитель председателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев за пропаганду спасательного дела и за заслуги в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны. Работу сотрудников благотворительных фондов республики тоже не оставили без внимания. Клуб добрых людей и Тешим занимались организацией работы по сбору гуманитарной помощи для пострадавших жителей сектора Газа. Сегодняшняя награда для нас очень ценная и приятная, потому что действительно проделана большая работа. И хочу отметить, что это, наверное, не моя личная награда, награда всей нашей команды, всех жителей, которые принимали активное участие в этом сборе. Благодаря помощи неравнодушных людей была оказана посильная помощь жителям Газа. Мы отправляли 4 раза рейсы с гуманитарной помощью, со всем самым необходимым. Сотрудники гражданской обороны МЧС были рады уделенному вниманию за их добросовестную и честную работу. Пользуясь случаем, хотел поздравить ветеранов МЧС России, а также сотрудников Главного управления с образованием 92-й годовщины гражданской обороны, пожелать им здоровья, энергии, силы духа и всего самого наилучшего. Мадина Цора, Мавладгирия Хильгов, Магаз 24.